Накануне в социальных сетях распространилось видео с якобы аварийной посадкой воздушного шара на жилые постройки в селе Улахан-Ан. О том, как на самом деле прошел первый длительный полет на аэростате над Хангаласским районом, готов рассказать Петр Васильев. Редкий для нашего региона вид активного отдыха – полет на воздушном шаре в ближайшее время может стать доступным для якутян. Проект обзорных экскурсий на аэростате разработали два жителя столицы республики – Степан Перевознюк и Евгений Афанасенко. Идея заниматься воздухоплаванием пришла довольно давно. По специальности я тесно связан с авиацией, я авиационный инженер. И всегда была мечта к полетам, парить в воздухе, плыть в воздухе. И таким образом мы с моим коллегой и партнером Евгением Афанасенко решили запустить проект «Саха-Аэростат». На данный момент мы занимаемся проработкой и подготовкой маршрутов для свободных полетов. Наш пилот Илья Вертипрахов, он очень именитый и известный пилот, участник чемпионата мира по воздухоплаванию, чемпионата России, чемпионата Европы. И помимо этого всего является членом династии воздухоплавателей из Екатеринбурга. Подготовка к запуску в небо начинается еще на земле. Перед подъемом воздушного судна план полета согласуется в зональном центре Агентства воздушного транспорта. Затем аэростат проходит обязательный технический осмотр, и уже после этого купол наполняется горячим воздухом. Сама процедура занимает примерно 25 минут. Далее следует обязательный предполетный инструктаж и инструктаж по технике безопасности. Только после этого пассажирам разрешена посадка в корзину. В ней помещается до 4 гостей без учета пилота. Маршрут первого длительного полета проложили от местности Техтюр до села Улахан. При подготовке учитывались как особенности местности, так и природные факторы, такие как скорость и сила ветра, а также температура воздуха. Время в пути составило примерно 30-35 минут. Принципиально можно летать на шаре до 5,5 километров, а дальше не хватает кислорода. Вот. Но в разных зонах влетных, соответственно, в зависимости от воздушного движения других судов. У меня все очень просто. У меня отец летает, брат старший летает, дядя летает. То есть это у нас такая семейная история. Вот. И я когда попробовал, уже больше не смог остановиться. И от этого сложно отказаться. Посмотрите на эту красоту. В социальных сетях и мессенджерах распространилось видео с сообщением о якобы аварийной посадке аэростата на жилые постройки одного из дворов села. На самом деле приземление в этом месте было запланировано и полностью контролировалось. Воздушное судно приземлилось рядом с домом одной из жительниц села. Ну, мне сказала внучка, что шар летает. Я снимала, потом я дошла, а вдруг смотрю, вы тут уже садились. Но мы вам ничего не испортили, все хорошо? Нет, все хорошо. Не только она, но и все обитатели близлежащих домов с радостью и улыбками и большим интересом встретили приземлившийся аэростат. Особенно много эмоций вызвало приземление у местной детворы. Полеты на воздушном шаре – это один из тех видов активного отдыха, которые запомнятся на долгое время. В этом году они продлятся до октября и возобновятся уже весной 2021 года. Поэтому каждый желающий в скором времени сможет подняться в небо и насладиться окружающими красотами на высоте в 1000 метров. Петр Васильев, Владимир Павлов, Хангаласский район.